Обзор главных событий дня вашему вниманию представляет информационная программа «Новости» в студии Насиба Гулямова. Добрый вечер. Сегодня глава государства издал указ, который сейчас будет представлен вашему вниманию. Указ президента Республики Таджикистан об освобождении судей. В соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан постановляю освободить Абдурахмонзода Умеда от должности судьи суда района Спитамен Сагдийской области, Нозимзода Шодиджона Латифа от должности судьи суда Шахритузского района Хатлонской области в связи с совершением поступка, порочащего честь и достоинство судьи. Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, город Душанбе, 25 августа 2021 года. Сегодня во Дворце нации основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, принял министра иностранных дел Исламской Республики Пакистан Махдума Шах Махмуда Курейши. В ходе этой встречи предметом обсуждения стал широкий спектр вопросов развития и расширения двустороннего сотрудничества в самых различных сферах, представляющих взаимный интерес. Стороны обсудили актуальные вопросы двухстороннего сотрудничества, в том числе это ход подготовки к официальному визиту премьер-министра Исламской Республики Пакистан Имрана Хана в Таджикистан. В ходе встречи особое внимание было уделено актуальным международным и региональным вопросам, особенно это текущая ситуация в Афганистане. При этом было отмечено, что на сегодняшний день одной из основных угроз региональной безопасности является нынешняя ситуация в Афганистане. После вывода сил коалиции с территории Афганистана страна сегодня находится на грани гуманитарной катастрофы. Сложная и опасная ситуация, сложившаяся в этой стране в последние дни, является проблемой не только афганского народа, но и одной из самых острых региональных и, несомненно, глобальных проблем. При этом следует отметить, что приход к власти движения «Талибан» в Кабуле еще больше осложнил геополитический процесс в регионе. Факты ясно показывают, что талибы отказываются от своих предыдущих обещаний сформировать временное переходное правительство при широком участии других политических сил страны и готовятся к созданию Исламского Эмирата. Таджикистан решительно осуждает все формы беззакония, убийства, грабежи и преследования афганского народа, в том числе таджиков, узбеков и других национальных меньшинств. На встрече было подчеркнуто, что многострадальный Афганистан и его дружественный и братский нам народ не должны быть снова втянуты в водоворот кровавых навязанных войн. Как близкий сосед, Таджикистан всегда поддерживает восстановление прочного мира и стабильности в Афганистане и остается приверженцем этой позиции. Таджикская сторона подчеркнула, что для безотлагательного решения политических проблем безопасности соседней страны необходимо создать инклюзивное правительство с участием всех национальных меньшинств, в том числе таджиков Афганистана, которые составляют более 46% населения этой страны. Государственный строй в этой соседней стране должен быть определен путем волеизъявления и с учетом позиции всех граждан страны. Таджикистан не будет признавать никакого другого правительства, сформированного в этой стране путем угнетения и преследования, без учета позиции всего афганского народа, особенно всех его национальных меньшинств. Подчеркнуто, что таджики должны занимать свое достойное место в будущем правительстве Афганистана. Таджикистан призывает международное сообщество принять срочные меры для обеспечения мира и стабильности в Афганистане и как можно скорее стабилизировать сложную политическую обстановку и ситуацию в области безопасности путем переговоров. Безразличие международного сообщества к нынешней ситуации в Афганистане может привести к затяжной гражданской войне в этой стране. Было также подчеркнуто, что Таджикистан привержен к скорейшему восстановлению мира,
стабильности и безопасности в соседнем Афганистане, и Организация Объединенных Наций должна сыграть ключевую роль в продвижении этого процесса. На основе опыта мироустройства и национального единства Таджикистана лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, ознакомил пакистанскую сторону со своими предложениями о путях обеспечения мира, стабильности и дальнейшего устойчивого развития в соседней стране. Ну и сразу после встречи с лидером нации, президентом Республики Таджикистан, уважаемым Эмомали Рахмоном, министр иностранных дел Исламской Республики Пакистан Махдум Шах Махмуд Курейши прокомментировал итоги разговора с главой государства. Здравствуйте, представители средств массовой информации. Сегодня я очень рад, что у меня появилась возможность встретиться с президентом Республики Таджикистан, в ходе которой состоялась плодотворная беседа. На встрече мы обсудили текущую ситуацию в Афганистане. Я также представил президенту Республики Таджикистан свое мнение о позиции Исламской Республики Пакистан по этому вопросу. Нынешняя изменяющаяся ситуация в Афганистане в будущем может оказать серьезное влияние прежде всего на ближайших соседей Афганистана. Вместе с тем, можно также рассмотреть другие возможности этой ситуации. Когда мир и стабильность в Афганистане восстановятся, то это может содействовать обеспечению региональной стабильности и безопасности. Сегодня наша основная цель состоит в том, чтобы все заинтересованные стороны вместе рассматривали нынешнюю ситуацию и определили дальнейшие пути данного вопроса. Афганистан – страна, в которой проживают представители различных национальных меньшинств, каждая из которых имеет свои интересы, и они имеют право на спокойную и мирную жизнь. Поэтому сегодня Исламская Республика Пакистан является сторонником создания инклюзивного правительства в Афганистане, в котором представители всех народов смогут принять активное участие. Думаю, что инклюзивное правительство в Афганистане окажет содействие с одной целью – мир и стабильность в регионе. Обеспечение мира и стабильности для граждан Афганистана, а также уважение прав человека имеют особое значение для Пакистана. И я уверен, что эти вопросы имеют первостепенное значение и для ближайших соседей Исламской Республики Афганистан и региона. Сегодня в Душанбе я нахожусь по указанию премьер-министра Исламской Республики Пакистан, уважаемого господина Имрана Хана. Я хотел бы подчеркнуть, что премьер-министр Республики Пакистан, господин Имран Хан, проявляет особое уважение к президенту Республики Таджикистан Эмомали Рахмону, и главы наших государств имеют отношения высокого уровня и очень близки. Именно поэтому я прибыл сегодня в Душанбе, чтобы узнать мнение президента Республики Таджикистан, а также совета его превосходительства по этим вопросам. Кроме того, премьер-министр Исламской Республики Пакистан с нетерпением ждет участия в саммите глав государств, членов Шанхайской организации сотрудничества, который состоится в городе Душанбе. И в рамках этого заседания планирует встретиться с главами других государств. Также в рамках сегодняшней встречи мы рассмотрели возможность проведения встречи спецпредставителей ближайших соседей Афганистана по проблеме Афганистана. Я убежден, что встреча наших специальных представителей по Афганистану могла бы стать хорошей основой для встречи министров иностранных дел ближайших соседей Афганистана на уровне министров по изысканию путей для обеспечения мира и стабильности в Афганистане. Создание инклюзивного правительства может найти решение, чтобы в результате наших усилий все слои населения, проживающие в Афганистане, могли жить вместе в мире и вносить свой вклад в развитие страны. Уважаемый президент Республики Таджикистан также поделился своим мнением по волнующим вопросам, и я непременно передам премьер-министру Исламской Республики Пакистан господину Имрану Хану эти предложения и советы. Ну и также сегодня во Дворце нации основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, в честь празднования 30-летия государственной независимости Республики Таджикистан вручил государственные награды руководителям и представителям силовых, военных структур, судебных органов и безопасности страны. Во Дворце нации основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, в честь празднования 30-летия государственной независимости Республики Таджикистан
вручил государственные награды руководителям и представителям силовых, военных структур, судебных органов и органов безопасности страны. Перед началом церемонии вручения государственных наград президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, поздравил присутствующих по случаю национального праздника 30-летия государственной независимости и подчеркнул: по доброй традиции мы каждый год накануне годовщины государственной независимости по достоинству оцениваем труд лиц, которые внесли весомый вклад в развитие и благоустройство Родины, спокойствие и стабильности общества, в том числе военнослужащих вооруженных сил, сотрудников правоохранительных органов, то есть отважных и преданных Родине офицеров и солдат. 30 лет независимости, особенно в первые годы, для нашей древней нации были тяжелыми и полными трудностей. Другими словами, нам было нелегко добиться дней, когда славный народ Таджикистана большими созидательными планами завершает целый этап своей новейшей истории. Благодаря самоотверженным, круглосуточным усилиям и стараниям верных сыновей и дочерей нации в стране восстановлены мир и спокойствие, согласие и национальное единство. Президент страны, уважаемый Эмомали Рахмон, подчеркнул, что за годы государственной независимости значителен вклад военных, то есть офицеров и солдат вооруженных сил и правоохранительных органов, в восстановление конституционного порядка, мира, спокойствия и политической стабильности в стране. Благодаря мужеству военнослужащих, преданности, верности и справедливости работников правоохранительных органов в последующие годы мы добились беспрецедентных достижений в деле предотвращения преступлений и нарушений законов, защиты границ Родины, обеспечения государственной и общественной безопасности, защиты конституционных прав и свобод граждан страны. Таким образом, добились значительного развития и благоустройства страны. На пути обеспечения мира и спокойствия, в борьбе с преступностью сотни патриотически настроенных молодых людей пожертвовали своей жизнью, чью добрую память мы всегда будем почитать, отметил глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, и добавил, что смелость, отвага и самоотверженность таких преданных сыновей Родины ежегодно по достоинству оценивается руководством государства. В этом году несколько из них удостоены высоких наград. Президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, с большим доверием к офицерам и солдатам вооруженных сил и правоохранительных органов подчеркнул, что устойчивое развитие страны, планомерный прогресс государства, спокойная и благоустроенная жизнь населения страны твердо зависит от безопасности и стабильности правопорядка, то есть обеспечения верховенства закона в обществе. В завершение своей речи президент страны, уважаемый Эмомали Рахмон, выразил мнение относительно крайне сложной и непредсказуемой ситуации в сфере политики, экономики и безопасности мирового сообщества, в том числе острых экономических и финансовых кризисов, современных угроз и опасностей, подчеркнул, что офицеры и солдаты вооруженных сил и правоохранительных органов должны быть всегда начеку, ни на один миг не терять политической бдительности, своей железной военной дисциплиной, соблюдением законов и военных уставов, должны все больше повышать военную готовность и оборонную мощь независимого таджикского государства. Таким образом, в торжественной обстановке за высокие служебные заслуги и плодотворную деятельность более 100 руководителей и представителей силовых военных структур, судебных органов и безопасности страны удостоены президентом Республики Таджикистан, уважаемым Эмомали Рахмоном, государственных наград Республики Таджикистан. Юбилейные медали 30-летия государственной независимости Республики Таджикистан, ордена Спитамен первой степени, ордена Спитамен второй степени, ордена Шараф второй степени, медалей за отвагу, за доблесть, отважный пограничник Таджикистана, почетного звания «Заслуженный работник Таджикистана», присвоены очередные воинские, высшие классные и специальные воинские звания. В преддверии великого национального праздника 30-летия государственной независимости Республики Таджикистан лидером нации, уважаемым Эмомали Рахмоном, отмечены самоотверженные заслуги ветеранов силовых,
военных структур, судебных органов и безопасности страны юбилейной медалью 30-летия государственной независимости Республики Таджикистан. На церемонии вручения государственных наград указом президента Республики Таджикистан о награждении сотрудников правоохранительных органов, судебной власти и военнослужащих государственными наградами Республики Таджикистан 18 человек награждены юбилейными медалями 30-летия государственной независимости Республики Таджикистан. 1 человек орденом Спитамен первой степени, 5 человек орденом Спитамен второй степени, 10 человек медалями Шараф второй степени, 13 человек медалями за доблесть, 14 человек медалями за достойную службу, 1 человек медалью «Отважный пограничник Таджикистана», 4 человекам присвоено почетное звание «Заслуженный работник Таджикистана». Указом президента Республики Таджикистан о присвоении очередных воинских званий, высших классных и специальных воинских званий 37 руководителям и представителям силовых, военных структур, судебных органов и безопасности страны присвоены очередные специальные звания: генерал-полковник милиции, генерал-лейтенант юстиции, генерал-майор, классный чин государственный советник юстиции третьей степени, генерал-майор милиции, генерал-майор внутренней службы и генерал-майор таможенной службы. В течение 30 лет государственной независимости по инициативе и при непосредственной поддержке президента страны, уважаемого Эмомали Рахмона, в направлении повышения роли женщин в обществе осуществлены важные меры. Впервые в истории государственной независимости страны женщина удостоена высокого звания генерал-майор милиции. Указом президента Республики Таджикистан за достойные заслуги Саидвали Зода Барно Саиднаби, начальнику службы исполнения при правительстве Республики Таджикистан, присвоено специальное очередное звание генерал-майор милиции. В завершение церемонии вручения наград глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, еще раз искренне поздравил лиц, которые за плодотворную деятельность по обеспечению спокойствия и стабильности, общественного порядка и верховенства закона удостоились высоких наград руководства государства и правительства страны. Президент страны, уважаемый Эмомали Рахмон, с уверенностью заявил, что преданные и патриотически настроенные сыновья и дочери Родины свои служебные обязанности перед государством и народом Таджикистана и в дальнейшем будут выполнять с высокой ответственностью, чувством патриотизма, профессиональной бдительностью и политической зоркостью. Уважаемые телезрители, это были главные новости к этому часу. Я благодарю вас за внимание. Будьте здоровы и не переключайтесь.